В управлении ГАИ МВД Абхазии прошло совещание по вопросам качества несения службы и дисциплины личного состава госавтоинспекции. Вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Кют обозначил ряд основных требований по направлению обеспечения дорожной безопасности в республике, абсолютного исполнения приказов руководства ведомства, а также служебного соответствия кадрового состава центрального аппарата управления ГАИ и территориальных подразделений. В совещании принял участие заместитель министра, курирующий работу госавтоинспекции Беслан Чкадуа, руководители управления ГАИ, начальники районных отделов и постов ДПС. Важной задачей глава МВД определил максимальное выявление транспортных средств без госномерных знаков. Очень много автомобилей у нас на трассе без государственных регистрационных знаков перемещаются. Наверное, всем понятно, почему это происходит. Особенно в западной части республики. Для того, чтобы избежать, наверное, фиксации по нарушению. Раз человек снимает номера, значит, он планирует нарушать. Так же, да, наверное? Все автомобили, повторяю для вас всех, которые ездят без регистрационных знаков, должны быть остановлены и изъяты у водителей. Для исполнения поставленной задачи усиливаются рейдовые мероприятия с участием всего личного состава ГАИ. Весь личный состав ГАИ, невзирая на возрастной состав, все, чтобы выходили на рейды, лично будут контролировать. Все управление ГАИ, все руководители должны заступать на дежурство. И дежурить, как полагается. Никаких привилегий ни для одного человека здесь не должно быть. Как только не вышел человек по той или иной причине, рапортом докладывайте. Соответствующее решение я буду принимать. Те сотрудники, которые сегодня находятся в органах внутренних дел, должны быть здоровые и дееспособные. И должны выполнять все команды, которые ставятся руководством. Особые требования предъявлены к работе роты специального сопровождения, показатели которой оценены как неудовлетворительные. Ваше подразделение, которое мы, наверное, постарались оснастить всем необходимым. По самому лучшему образу, как могли вообще в условиях Абхазии мы это сделать. У вас есть все необходимое для того, чтобы работать. Я не вижу вашей слаженной работы, конкретно нацеленной на результат. Его нет. Помимо всего прочего, я могу сказать одно. Даже при всем том, что много технических решений сегодня принято и дальше предпринимается, ситуация на дорогах остается очень сложной. Сейчас у нас стало автомобилей меньше, скоростной режим, соответственно, увеличился. Роберт Кют дал указание усилить патрулирование в восточном направлении республиканской трассы. Установленные камеры автофиксации нарушений скоростного режима существенно влияют на дорожную дисциплину и снижение аварийности от Псоу до Сухума, но наблюдается рост ДТП в Ачимчирском направлении, сказал министр, и отметил, что в данное время необходимые технические средства уже устанавливаются в районе, но до их полного подключения максимум сотрудников ГАИ должны присутствовать на трассе и показывать качество своей работы. Вы действительно находитесь на грани угрозы своего дальнейшего существования, в случае, если от вас не будет эффекта. Беслан Русланович. Здесь не случайно присутствует замначальника милиции по службе. Да. Работа ГАИ – это ваша прямая обязанность, вы курируете ее. Сегодня в вашей работе основная задача стоит по линии работы госавтоинспекции. Но мы все видим начальников ГАИ, пытаемся только с них спрашивать. Это ваша работа в том числе. Действительно, работа в последнее время просела. И это сразу дает результат по увеличению аварийности, по увеличению смертности на дорогах. Это все последствия того, что слабый контроль идет со стороны вашего руководства. Начальники ГАИ должны на месте, на своем примере показывать работу и рядом с сотрудниками своими стоять.
В ходе совещания также была отмечена недостаточно качественная работа стационарных постов ГАИ, низкий процент выявления нарушений ПДД и протоколирования таковых, в том числе с использованием автоматизированной системы. Эта работа, я считаю, на сегодняшний день неудовлетворительно у нас идет по фото- и видеофиксации. С этим никто мириться не будет. Если ситуация не изменится, всех начальников постов для начала, которых там они условные, и начальников ГАИ этот вопрос коснется. Я с этого дня буду спрашивать, как ваш прямой куратор, из замов по службе, я туда подключаю из замполитов, пусть стоят рядом с вами на постах и занимаются выявлением данных правонарушений. Считаю также, Роберт Витальевич, чтобы в выходные дни, раз уж у нас такие проблемы с свадебными колоннами и кортежами, значит, подключить сотрудников оперативных подразделений, замов, замполит это будет или зам по службе, начальников милиции, и выходные дни проводить в усиленном режиме. Чтобы ни одна колонна без номеров или безобразная, которая ведет себя по движению, мимо не проезжала. Получается, начальники ГАИ у нас сами не справляются, чего-то им не хватает, может смелости, может знаний. Пусть они рядом с ними Особо стоят. отмечена работа по выявлению нетрезвых водителей. За 9 месяцев текущего года за управление транспортом в алкогольном или наркотическом опьянении лишены водительских удостоверений 1300 человек и более 80 граждан привлечены повторно. Даны указания усилить выявление таких злостных нарушителей. Возьмите это на контроль. Люди, лишенные права управления транспортным средством, не должны ездить за рулем. Их машины должны стоять или на них должны ездить другие люди, но не они. Заместитель министра Беслан Чкадуа доложил главе ведомства о разработке схемы ротации кадров личного состава подразделений ГАИ, городских управлений и районных отделов внутренних дел с целью повышения качества несения службы и дисциплины. До конца месяца мы эту схему отработаем, проведем аттестацию на соответствие занимаемой должности каждого сотрудника ГАИ вплоть до начальника. И проверим, кто на что способен, у кого какие знания и на своем ли месте вы все находитесь. Такова сегодня ситуация, дорожная обстановка, которая беспокоит людей и наших граждан, и мы должны принимать самые решительные и жесткие меры. Может быть, вы просто не понимаете, что вам нужно сделать? Мы вас научим. А тот, кто не захочет научиться, пойдет в другое место работать. Я думаю, это будет справедливо и честно. Беслан Александрович, по данному вопросу я могу сказать, что мы уже это обсуждали, но я считаю, надо начинать непосредственно с начальников, а потом пройти по личному составу. У меня такое ощущение, что среди личного состава мы сможем найти предельно более подготовленных ребят, на которых мы просто можем, знаете, наверное, заслуженный человек должен находиться на своем месте. И кадровые решения будем принимать согласно результатам аттестации. Это очень даже нормальная практика, я думаю. И, возможно, ваши ребята, некоторые ваши подчиненные могут стать вашими начальниками в том числе.